Вот у тебя предки, собственно, там, не знаю, 7 поколений, они разговаривали на удмуртском языке. И на тебе это все закончится. Почему? Потому что просто ты не захотел. Здравствуйте. Здрасте. Да. Дичь-бурящий, надо сказать Ну, тут. да, с вашей стороны, я когда думала, как сказать, думаю, вот с этого момента я и опозорюсь, когда не так произнесу. Поэтому базово половина моей части, моей крови принадлежит удмуртскому народу по папиной стороне, а половина русскому. Вот. Я, на самом деле, очень горда, что я живу в национальном регионе и что у нас есть вот такой этнос, но я как бы вообще ничего не знаю, поэтому я сегодня буду задавать тупые вопросы. Я видел у одного журналиста такой подход. Ну, да, это мне, в общем-то, самое интересное, потому что мы много работаем в районах, и там многие социальные проекты, они про сохранение удмуртской культуры, и я как бы в них верю, но когда вот еду обратно на машине, думаю, ребята, кого мы обманываем? Поэтому у меня первый вопрос, самый такой... Зачем сохранять удмуртскую культуру и язык, если в истории мировой страны все понятно, глобализация берет свое, языки умирают, вымирают, не сохраняются. Вот как вы это для себя объясняете? И для вас это чем важно? То есть как это для вас? Угу. Ну, я начну, наверное. Ну, во-первых, я начну отвечать вопросом. Вы задали бы точно такой же вопрос исландцам? Наверное, нет, потому что, я так думаю, относительно, например, даже вот меня как носителя русского языка, у меня здесь единственный аргумент, вот из серии «нас много», пока не кажется, что русский язык там вымирающий, исчезающий, поэтому у меня такого вопроса нет. Вот. А там удмуртский язык, насколько я знаю, уже вот в перечне исчезающих, и кажется, что это для меня такая борьба, как плыть против ветра, что ты можешь делать бесконечное количество усилий, но как бы, сори, что произойдет то, что произойдет. Вот. Я поэтому не знаю. Да, окей. Опять же, почему я такой пример исландцев привел? Потому что их 400 тысяч. То есть удмуртов, по сути, говорящих 300, если мы берем тех, кто не разговаривает, там 380, а в начале века было 480. То есть мы видим, что ситуация действительно такая грустная, и для чего делаются новые формы, для чего нужны вот эти вот клипы, для чего нужны какие-то IT-проекты и тому подобное, для того, чтобы сохранить язык в новой форме. То есть мы видим, что новое поколение, которое есть, но им не особо интересно смотреть, что там у бабушек. Да, они к бабушкам придут, когда у них будет личностный кризис лет так в 35, и они будут вспоминать, кто они такие в этом большом-большом мире. Или если уедут за границу, будут вспоминать, кто они такие. А то действительно мы делаем новые, современные, понятные проекты для современного зрителя. Второй вопрос — это в целом нужно понимать, что мы точно так же носители определенного культурного кода. Каких мы видим людей, да, которые по-другому немножко относятся к этому вопросу. Они говорят о том, что вот знаете, вот культура инков, культура доколумбовой Америки, она такая интересная. У них такие верования классные. Вот жалко, что они не сохранили язык, конечно, но вот культура, костюмы, вот как они внешне выглядят. По сути, удмурты — это тоже такие индейцы, у которых есть что показать, но вопрос того, что не было пока до нас в массовой культуре, скажем, именно элементов удмуртской этничности. Я говорю именно про музыкальные клипы. То есть для миллениала понятная история про Дисней. Дисней показывает вам индейцев, вы говорите, что индейцы — это круто. Для старшего поколения там, пожалуйста, советские фильмы, либо спагетти-вестерны, и вы говорите, что индейцы — это круто. Хотя индейцы живут за океаном, это не ваши ближайшие соседи. Поэтому, соответственно, чем больше будет удмуртского в массовой культуре, тем больше хотя бы такого шанса на сохранение в будущем. И второй вопрос — это межнациональные отношения. Мы видим, что было после буранских бабушек. И как только буранские бабушки появились на сцене большого-большого межгосударственного, в том числе конкурса, отношение у людей изменилось. Оказывается, круто, да, если меня транслируют где-то в поп-культуре, оказывается, я такой же, как они. Оказывается, они не такие страшные.
Оказывается, не все из них ведьмы. Оказывается, они могут быть милыми. Вот такие вещи. Ольга, что добавит нам к моему спичу? Да, у нас и в организации так Владислав разговаривает обычно. Я красивая. Да, и А Оля красиво. занимается отчетами, да, потом. А я делаю все остальное. На самом деле это тоже такой личный вопрос, да, если касаться, вот Влад сказал про общее какое-то видение, если именно про нас, про нашу семью, мне кажется, что очень важно еще передать нашему сыну. Он может сейчас вот благодаря нашим проектам, например, в телефоне играть в удмуртские игры, может смотреть мультфильмы, он очень любит наши клипы смотреть. И видит, что язык, он на самом деле вот такой живой. И раньше вот я тоже как-то все пыталась объяснить, для чего надо сохранить язык. А сейчас я думаю, что есть цитаты великих людей, что когда нужно объяснять, то иногда не нужно объяснять. На самом деле у каждого человека свой какой-то жизненный опыт, да, свое воспитание. И мне кажется, что очень жалко, когда родители сами лишают своих детей такого огромного пласта культуры на самом деле. Потому что каждый язык — это целая философия. Очень много молодежи такой, которая, к сожалению, уже не знает язык, но вот очень хочет вот как-то соприкоснуться. Они носят, например, какое-то удмуртское платье своих бабушек из сундуков, но при этом они очень жалеют, что родители их не научили языку. Вот. А для кого-то важен здравый смысл, для кого-то финансовые возможности. То есть это уже от самого человека зависит, насколько он готов вникать в чужую культуру, мне кажется, да, и насколько он готов с уважением относиться. И уже от этого зависит смысл сохранять или не сохранять язык. Для меня это вот как-то вот так. Ну и тоже есть исключительно прикладной момент — это билингвизм. То есть что говорит нам... Ну, вы слышали об этом понятии? Ну да. Ну, в целом, что изучение новых языков — это супер тренировка для мозга. Почему? И, нейронные там связи и все такое. И когда ты выучил условно второй язык и владеешь им, то все остальные языки учить гораздо проще. Вот. Но еще и есть такой аспект, что задачи решаются по-другому. Как бы это мало кто использует, но оказывается у билингвов, прямо у тру-билингвов, не те, которые потом когда-то выучили, да, а те, кто переключаются и параллельно разговаривают. Типа это вот из тех, кто на каком языке ты думаешь, и ты иногда можешь там на удмуртском думать. Я, когда был за границей, я думал на английском. Угу. В том числе, то есть там, понятно, 1 неделя должна пройти, и потом уже как бы с этим легче. Другой вопрос, что билингвизм говорит нам о том, что вот центры, которые в мозге есть, я, к сожалению, историк, я не нейробиолог, да, они уже по-другому распределены. И в целом ты можешь задачи как-то решать творчески. Получается ли это у всех? Безусловно, нет. Тут вопрос того, с кем ты будешь общаться, какие будут у тебя учителя, насколько креативные задачи у тебя будут в жизни. Но в целом мы видим, что это работает. То есть если ты ребенком занимаешься, а не просто его отпускаешь, да, безусловно, тут потенциал огромный. Ну вот у меня по папиной линии обе прабабушки и бабушка использовали удмуртскую речь в быту. Вот, но мне кажется, это такой был переход, когда внукам не нужно что-то знать, и дальше никто не передавал, и никто не говорил, и там базово в 6 лет я знала пут, нянь, и вот какие-то такие слова. Вот из вашего опыта, почему родители не учат детей, не используют. Понятно, если там, условно, межнациональная семья, кто-то удмур, кто-то татарин. Но я знаю, что есть и семьи, где 2 представителя удмуртов, и при этом до детей это не доходит. Что говорят родители? Для меня это тоже большой вопрос. Зачем я при этом вижу такие семьи, которые вот так вот буду я разговаривать, но по-удмуртски не буду с тобой говорить. То есть ты думаешь, что люди боятся, что у ребенка появится акцент? В том числе из-за той дискриминации, которая была в нулевых годах. Угу. Ну, это когда ватики... Ну, вот это все, да. Я, к сожалению, и по себе это понимаю, так как я вырос в городе. Угу. И в целом мы не можем говорить, что такого не было. У них случается такое открытие, что я должен, с точки зрения идентичности кому-то принадлежать. Вот я не могу, да, или какой-то психологический... Кризис идентичности, когда происходит, когда... то многие возвращаются к корням, да. Да, у кого есть, безусловно. И это гораздо проще, чем осваивать восточную философию.
То есть, опять же, почему-то людям гораздо ближе там философия через 3000 километров, чем то, что у тебя было, и вот у тебя предки, собственно, там, не знаю, 7 поколений, они разговаривали на удмуртском языке. И на тебе это все закончится. Почему? Потому что просто ты не захотел. Вот такая логика Ну, на получается. самом деле, да, что мне кажется, что иногда есть такая банальная лень, потому что так, ну, это вообще-то работа. Если, например, именно смотреть город Ижевск, то учить ребенка это вообще-то да, это дополнительная работа, потому что вокруг у тебя русскоязычная среда, поэтому среду, вот какую-то, да, такую билингвальную среду надо создавать, книжки надо находить. Это должны быть вот сегодня... Книжкам тоже вопрос. Да, на книжки удмуртском должны языке. быть хорошие. Интересные, потому что, как да, минимум, да? если ребенок уже смотрит какие-то, например, русскоязычные, англоязычные книжки, и нет таких же аналогов, например, на удмуртском языке, конечно, ему будет уже не так интересно и смотреть. Это должна быть какая-то информационная среда в том числе, да, почему мы, например, занимаемся блогами, занимаемся созданием мультфильмов, работаем в целом с семьями, чтобы вот эта как раз среда создавалась, в том числе информационная. Сейчас, как ни крути, все равно у нас сидят в гаджетах, смотрят мультфильмы, и важно, чтобы в гаджетах у детей тоже был язык. Да, чтобы они видели не только там бабушка, прабабушка говорит, и это какой-то у них секретный язык, а что вот их язык, вот он у них есть в телефоне в том числе. А некоторые родители, конечно, ленятся, потому что это же надо самому с ребенком еще дополнительно заниматься, нужно разговаривать с ним, нужно постоянно вот это вот контролировать. Поэтому, мне кажется, в том числе и это, ну, конечно, как Влад сказал уже, какие-то исторические моменты в целом повлияли, мне кажется, так на родителей. И, конечно, в том числе, наверное, мы как национальное сообщество не всегда дорабатываем какие-то моменты, когда, например, объяснять, почему это важно. Вот, как вы сегодня, да, задали этот вопрос. Не всегда сами родители удмурты понимают, для чего им надо в дальнейшем, что будут вот их дети делать с языком. Короче, нужен такой ликвидация безграмотности почти. Ну, это правда... Ну, это удмуртские разговоры о важном. Да, вот, да, Влад просто говорит, типа, Ань, ну что ты спрашиваешь, то на что, как бы, почему нужно пристегивать ребенка в машине? Но вот мы сегодня тоже в офисе это обсуждали. Это вам очевидно, а мне даже... Ну, Удивительно? Да, удивительно, что у кого-то есть правда. Вот вы рассказываете, и я понимаю, что это вам важно, что это не придуманная история из серии «Мы тут, короче, думали, Ну, как это отстроиться прожито, от да. конкурентов и выбрали вот удмурскость». Или я, например... Даже такое ну, мнение. Ну, я про молодежь Ну, вот это так... круто, Про конечно. молодежь вот так думаю. Я работала с национальными организациями молодежными и думаю... Ну, что за психи вообще? Вот есть там разные темы, куда можно прикладываться. Спорт, творчество. Чего они... Ну, там кто вообще? Там они... Это вопрос идентичности. Там такие они... И когда я их увидела, они классные. Им правда это важно. И я думаю, что с вами не так? И вот я с ними работала там 3 месяца и супер прониклась. И я и как-то сама просветилась, что я там про марийские, например, что-то теперь про марийцев знаю, про удмуртов чуть побольше знаю, что у них там даже свои песни есть, какие-то исполнители. Ну, короче, это вот не очевидно, наверное, обычному жителю, поэтому я вас тут расспрашиваю. Одно из то, что можно увидеть ВКонтакте, это удмуртский IT-класс. Вот можете рассказать поподробнее, что это такое за явление и чего там... Расскажи, что это такое, а я расскажу, зачем оно. У нас в организации есть очень замечательный молодой человек, Гриша Григорьев. Он практически единственный удмуртский программист, который занимается и очень много занимается IT-проектами на удмуртском языке. Это благодаря ему, например, на всех телефонах можно писать удмуртскими буковками с точечками. У нас есть прекрасные буквы. Это не одно и то же. Да. Так. Спойлер для зрителей, значит, буковки с точками, африкаты наши, это не одно и то же, Это не что и удмуртский. другие. Что и без точек. То есть, если вы без точек пишете, смысл вообще может быть другой. То есть, вот смотри, у меня телефон, сейчас там настроены 2 клавиатуры, ну, такая база, русский и английский. Правильно я понимаю, что ваш участник, ну, как бы, человек, который с вами работает, создал буквально удмуртскую клавиатуру в каждом телефоне этого мира. Ну, в Яндекс есть Google. У Apple, по-моему, нет, но надо... Вот мы Яндекс клавиатурой пользуемся, да, у нас переключение русский, английский, удмуртский. Класс.
И при этом он еще обучает и нашу молодежь, поэтому мы решили вместе с ним, с Гришей, сделать такой IT-класс, где бы дети обучались чуть подольше, и у них бы были первые навыки создания своих программных каких-то продуктов. В нашем случае это были игры, тоже для детей создавали. Мы набрали 15 участников со всей республики, причем к нам приезжали в выходные у нас на базе IT-куба. Из Алнаш, Да, из Алнаш молодой человек приезжали с Малопургинского района. Они в течение 3 месяцев обучались созданию игр на, получается, программам. Я не знаю, как это правильно все называется. В общем, они изучали язык программирования, изучали, как вообще делать эти игры. Дальше у нас был такой семинар по разработке в течение 3 дней. Уже дети сами, подростки уже, 8-11 класс были, сами разрабатывали игры. И потом все это вот у нас, собственно, работает на всех, на телефонах, на андроидах. Можно скачать и играть в эти игры. Ну, то есть такие демки маленькие. Да, конечно, они не прямо получились, наверное, какого-то вау-уровня, но учитывая, что у нас там таких игр по пальцам пересчитать на удмуртском языке, то в любом случае они имеют место быть, и это вот их первые работы ребят. Я очень надеюсь, что они в дальнейшем будут еще вот работать и делать другие игры. Ну, то есть там в игре, например, не от ведьмы западноевропейской убегает человек, а от вукужу. Нашего местного. Или там можно готовить перепечи, например. У нас вот сын как раз очень любит эту игру с перепечками. Там можно готовить, можно выбирать на удмуртском продукты, которые ты будешь использовать. То есть это как раз вот тоже я подумала, какой-то из серии «Гениальное просто». То есть вы говорите, наш ребенок живет эту жизнь и читает какие-то книги, смотрит какие-то мультики, играет в какие-то игры на телефоне. Едет до Уфы, если мы через аэропорт, с навигатором на удмуртском языке. Да, и условно все это сейчас условно там, да, лишено удмуртского. То есть он буквально не может посмотреть удмуртские мультики, потому что либо они стрёмные, либо их мало. И вы те люди, которые, в том числе для своего ребенка, создаете штуки, которые вот в его среде нативно существуют. Мне кажется, в первую очередь. В первую очередь для своего ребенка это делаете. То есть это вот буквально, окей, хочешь играть на телефоне, вот лепи перепечи, или там вот хочешь смотреть мультфильмы. Какое-то ощущение, что ему такой искусственный мир создаем. Нет, на самом деле нет. Это очень органично вплетается в жизнь, потому что он смотрит также и русскоязычные, и англоязычные мультфильмы. Он может читать на русском языке. И при этом, мне кажется, чем вот он больше знает свою культуру, ему тем интереснее и другие культуры. То есть продукт, опять же, про годный удмуртский контент, он должен конкурировать с этим совсем. Не должно быть такое, что мы сейчас все тебе другое запретим, вот смотри только удмуртское. Это просто в корне неправильно. Нет, нужно просто нормально делать, нормально будет. То есть здесь у нас есть определенная такая, миссия делать так, чтобы ему было интересно. И зрителям нашим. И мы видим, что в целом этот подход, он как бы дает такую хорошую обратную связь. Тоже касается и регионального контента. То есть мы для Минтуризма, например, уже на других условиях делали промо-ролики. 3 года очень хорошо с ними вот мы сотрудничаем, и мы видим, что они выигрывают международные награды. Выставка MITT — это 4-я выставка мира. Просто подумать, что контент из Удмуртии обогнал хотя бы контент из Татарстана, промо-ролик. Это уже, а это в целом такая как бы известная выставка. Оказывается, если мы вплетаем вот эти вот вещи нормально, на исторической основе, не нейросетевые какие-то. Плюс нашей организации в том, что мы знаем, что мы делаем. У нас есть знания в этой области, например, те же знания фольклора, исторических каких-то фактов, о том, как делать правильно, чтобы маниста не через плечо там было, например, или чтобы на коне скакали не в чувашских душные истории, костюмах. короче, у вас есть. То есть мы можем показывать этническое красиво, и при этом, чтобы это было, есть очень классное удмуртское слово, эсэп называется. Вот я даже не знаю, как это вот правдиво, так хорошо, такое, то есть соответственно... Знать меру. Зная меру, вот так, то есть. Это прикольно. То есть вы не нарушаете что-то такое, условно, устой, какие-то целостность удмуртского мира. Этнические табу. Прикольно. А что еще, кроме вот IT-класса удмуртского, делает ваша организация? Одно из самых интересных для современной молодежи 25+, это лаборатория удмуртского клипмейкинга. ПУС. Да, ПУС, что переводится как знак.
Ну вот мы стараемся тоже удмуртские названия туда делать, чтобы они звучали. И там мы, собственно, уже 3 года у нас этот проект длится. Мы сделали так, что, по сути, вот резерв организаций, который есть, который в том числе и в какие-то другие проекты уже идет масштабные, мы там набираем себе ребят. И они приходят, обучаются клипмейкингу, то есть создавать клипы прямо от начала до конца. Все рисуют сами, то есть каждый кадр мы рисуем. Мы прямо вот такие вот с кинематографичным подходом, мы вот так хотим. То есть да. это не из серии просто вышел на площадку, расставился, то есть вы сначала делаете раскадровки. Мы даже вместе с ними живем и общаемся, чтобы контент был лучше. Мгм. Да, вот как раз это такой киноподход, и мы видим, что он свои плоды как раз дает. И уже в проектах, которые, ну, такие серьезные, там, для Минтуризма, часть из этих ребят мы тоже привлекаем. Такого в Удмуртии не снимают. Или практически не снимают. Ну, не только, мне кажется, в Удмуртии. В целом, если говорить про этнические какие-то регионы, то, конечно, там, где чуть побольше денежек, наверное, снимают. А так, что ещё? Тюркоязычный в Да, первую очередь да. мы говорим. Да. А в последний раз мы решили вообще набрать всех, кто вот в целом занимается видеоискусством. И в итоге у нас, наверное, 80% было ребят, которые вообще не владеют языком, но при этом им было очень интересно в целом погрузиться в это этническое. И набраться именно опыта от нашей организации, как такой уже... Раньше мы вот как этнический только, наверное, такой больше продакшн, а здесь уже такой вот один из ведущих организаций в целом, который занимается видеоискусством и созданием клипов в Удмуртии. Да, и один парень, кстати, написал тоже. Раньше я думал, что этническое — это прошлое, сейчас я понимаю, что это будущее. И мы понимаем, что с этой точки зрения это работает. Я тут супер понимаю, потому что мы вот тоже, повторюсь, работаем много в районах, и, ну, правда, у молодежи есть, ну, не у всей, но чаще всего люди воспринимают все этническое как что-то стрёмное. Как будто наша задача, мне кажется, еще одна из самых важных, это вообще показать миру, что вот мы не страшные на самом деле, мы такие же обычные люди, мы также одеваемся, то же самое кушаем, такие же веселые у нас есть чувство юмора, просто мы еще очень любим свой язык, свою культуру, и вот нам хочется показать и рассказать людям, и чтобы они тоже органично вот это все для себя взяли как-то, прониклись этим. Я придумала песню на удмуртском. Окей. Все, Мгм. вот. Пою я в душе хорошо, в душе Мгм. тоже. Ну, в общем, как-то могу. Хорошо. Я могу вам отправить заявку, написать типа Если Владислав. проект работает, да, если он нашел поддержку, условно, ФПГ там или ППФКЕ или местные какие-то грантодатели, да, вы отправляете, и мы слушаем, насколько это будет работать. То есть мы, опираясь на свой экспертный опыт, можем сказать, что-то работает, что-то нет, действительно. Но у нас был сезон, когда мы снимали, например, для не то что андеграундного исполнителя, скорее нишевого. Это коллектив «Азвещам». Там 3 такие женщины, традиционные, с крижами и так далее. И по мне кажется, это один из лучших клипов, который у нас есть. Просто он недопонят. То есть это такая... Да, как я бы, читала у тебя пост про это. Да, это нишевая штука и осталась. Нужно и для популярного зрителя что-то давать, соответственно. Ну вот еще раз, по каким критериям мы понимаем? Экспортный потенциал. Второе — это... Как это по-русски? Это типа это завирусится где-то в социальных сетях. Но это не Так вы стыдно думаете? показать своему русскоязычному другу. Ага. Скажем так. Мгм. Понятно? Да. Вот. Просто экспортный потенциал, кажется, что ты отправишь вот тем самым индейцев, которых мы тут смотрим, и они скажут «хорошо, молодец». Ну или какое-то свое слово. Ну да. Да. Ну вот, собственно, дальше мы смотрим, работал ли артист сам по себе и работает ли. То есть это на самом деле такая история. Ну, снимем мы клип. Мгм. Ну и чё? Ну, типа надо, чтобы он Ну, продвигался. дальше-то что, если он себя не продвигает? Если он раз в год выпускает трек и хочет, чтобы ему что-то сняли? Нет, это не будет работать. Потому что, по сути, клип сейчас — это уже не что-то супер обязательное, это привилегия. Это для любого артиста сейчас привилегия. Потому что сейчас эпоха коротких видео, вертикальных сниппетов. И, собственно, сниппеты, да, ты можешь много снимать, а клип тебе могут еще заговорить. Например, мы сделали клип для Леди Свети при поддержке Мусконтент ПФКИ. И это первый клип на удмуртском языке, который вошел в ротацию On Media. Это все, что касается телеканалов Bridge. Мгм. То есть вы... То есть мы из Удмуртии в целом попали- мало знаем, кто там, кроме Рау Файк, да, прошел на такой уровень. У нас вот получилось. Мы этому рады. Потому что, опять,
у нас свой подход. А что это за клип? Что надо смотреть вот тем, кто нас смотрит? «Лади, свети», клип «Экты». Угу. Вот это когда вы ничего еще не знаете про Удмуртию, то Да, стоит можно начать с этого и посмотреть концерт Айкай коллектива. Но на самом деле мы в последние годы, можно сказать, что вот работаем как некий такой продюсерский центр даже, да, для нашей организации, для артистов удмуртскоязычных. Потому что в целом продюсеров, которые бы занимались удмуртскоязычными исполнителями как таковых, ну, может быть, там 2-3 человека, которые занимаются продвижением. Поэтому вот одна тоже наша такая задача, причем вот как уже Влад сказал, что мы в основном занимаемся такими более нишевыми артистами, те, которые, может быть, не так популярны среди именно удмуртского массового зрителя, но при этом у них очень вот как раз экспортный потенциал очень интересен. И вот сейчас мы работаем с такой исполнительницей, как Лиза Леконцева. Вообще она удмуртскоязычная, удмуртка, она в том числе поет русскоязычные песни. И когда мы подавались на мусконтент ПФКИ второй раз, во-первых, уже ребят узнали, что очень хорошо, потому что это тоже большой всероссийский конкурс для съемок контента для детей и молодежи. Это уже хорошо, что значит про нас знают. И вот сейчас позвали тоже Владислава в качестве эксперта в Москву поговорить в целом про этнический контент музыкальный, как это вообще снимать, как это правильно показывать. Это тоже и очень как не здорово. Снимать, да, да, и как не снимать, да. Ну, тут надо тоже для тех, кто нас смотрит, сказать, что вот это отдельный конкурс, который для создателей музыкального контента, и круто, что там есть Куара, и рядом суперизвестные для каждого россиянина люди типа Газманова, там Мия Бойко. Мия Бойко, да. Бойко. Поэтому можно сказать, что там Пресняков. собрались крутые люди: Пресняков, Газманов, Куара, ну и Мия Бойко. Вот. Вот ваши любимые какие клипы? Я думаю, «Постдукес». Ну, Это кто? и «Экты». Это кто? «Постдукес» — это коллектив, они делают классную музыку с элементами электроники и традиционных инструментов. Это традиционные удмуртские напевы, такие в современной обработке, наверное, можно так сказать. «Постдукес», вот мы 2 клипа снимали, мне больше нравится «Кунопу Митан». Ольге, может быть, и «Нылкелян» больше мне нравится. «Нылкелян Гур» нравится. Мне кажется, еще из-за того, что это почти второй, по-моему, наш клип, да, снятый с Куара. И это еще такая молодость, хардкор. Мы там снимали еще, у нас не было оборудования какого-то классного. Я помню, что там ребята Я фильтры. договаривался, да, с магазином, говорю, дайте нам на ночь, сейчас потом письмо, вот я вам распишу, вот у нас будут, но не сейчас, но вот сейчас давайте как-то И они там еще попытаемся. делали эти фильтры разноцветные через папки такие формата А4. Для документов, Да, типа да, не да. специальный фильтр Да. до света, а типа какая-то да. подложка. Поговорили, договорились на дым-машину с кем-то. То есть это в первый раз все это вот такой живой настоящий рок-н-ролл. А вот если говорим про Кунопу Митан, то там, конечно, это единственные массовые сцены в платьях, которым по 100-150 лет. Там 17 девушек у нас так с горы, то есть в slow motion, медленно-медленно вниз спускалась. И как раз коллектив, он сейчас выпустился на одном из лейблов, они это сделали обложка винила. Класс. Это единственный винил, который вышел в 21 веке. Именно удмуртский. Да. Угу. Вышел в США. Это удивительно. У нас очень классный удмуртский мир, о котором мало кто знает, как бы. Но вот на самом деле, да, такой экспортный потенциал, еще раз, да, возвращаясь к этому, это его здесь много. Блин, это круто, это тоже такой, типа, что вот... Но это серьезный кейс, это звучит как да, серьезный да. кейс, действительно, да, вот как бы есть такое. Кроме того, еще из клипов, наверное, «Лади, свети, Экты», да, который мы с мусконтентом последний снимали, там есть такой микромир удмуртский, в который можешь ты проникнуть и посмотреть, как там все устроено, потому что... Подсмотреть, скорее. Подсмотреть, да, потому что там и с этнографической точки зрения все правильно сделано. Единственный этнохореолог нас консультировал, то есть нету больше таких людей, Андрей Николаевич Прокопьев. Кроме того, было 2 юнита, то есть 2 человека, которые отвечали за хореографию. И Свете, действительно, исполнителю, Лади Свети, ей нужно было вот 2 недели репетировать
Вот я хочу услышать, что вы говорите, мы нашли мега-гига единственного хореографа, это вообще как динозавры, только сейчас в современном мире мы его взяли. Это Да, единственный в 17 мире, реально как Этим- динозавр, кстати. Этим костюмом типа 150 лет, это не Алиэкспресс китайский, это типа мы на женщины. Вы вообще представляете? Вот про это вы Мгм. В рассказываете? целом в бэкстейджах мы про это, конечно, говорим, какие-то интересные моменты. И сейчас вот эти короткие вертикальные видео тоже мы стараемся нарезку делать и, в принципе, интересные факты сообщать. Ну, вот с Вот, точки кстати, зрения- про клипы я еще Мгм. очень хотела про один клип рассказать. Это в прошлом году мы сняли тоже в лаборатории клипмейкинга ПУС. «Вуберга» называется. Это как раз «Чудья жени» с Пост Дукес, исполнитель Я тоже. вчера его смотрела. Это там, где такие два парня посередине озера. Я думаю, да, я вчера, и это вот то, что мне понравилось больше всего. Но я подумала, почему называется «Берега», потому что они там стоят где-то. Потом Вуберга. да, Это потом поняла, вода. что это... Это вода кружится, переводится. Это Ставлю вообще, лайк, да, ч- это вообще супер. Как вообще, каково это работать вместе? Ну, вначале было трудно. Мне тоже так один из наших участников проектов как-то задал вопрос, как ты понял, что это тот человек? Да, вот, ну, это же серьезный вообще-то вопрос для мужчин. Я говорю, понял, что я с ней могу воевать против всего мира. И мне в целом Мгм. будет вполне комфортно. Если говорить про распределение обязанностей, то действительно у нас тут я отвечаю за творческую часть, за хай-концепт, а Оля, собственно, за то, как это реализовать и как об этом отчитаться. Вот наверху, да, Чтобы вовремя все бумажки были. да, мы сейчас находимся в нашей прекрасной подкаст-студии. Это тоже один из наших Мгм. проектов. Да, и Это нам первый супер- подкаст на удмуртском языке. Нам тоже супер, на самом деле, приятно. Я тут вклинюсь, потому что мы думали, кому приходить снимать. Вот. И это круто, что мы, как люди, которые по факту вышли на рынок посмотреть, выбрали НКОшников. Вот. И не потому что, ну, как бы своих надо поддержать, потому что мы понимаем, что да, это с одной стороны поддержать своих, но с другой стороны мы вообще ни разу не потеряем в качестве, поэтому для нас это тоже супер приятно, что вы есть. Спасибо, нам приятно. Вот в целом, если про подкаст, вообще про подкасты говорить, то тоже очень интересный у нас и хороший проект получился. Мы на средства фонда президентских грантов создали вот отдельно у нас теперь есть своя подкаст-студия, и при этом у нас было небольшое обучение еще для молодежи по созданию подкастов на удмуртском языке. Придут кто к нам придет делать подкасты, но, наверное, что-то вот про язык, да, там вот тоже про культуру. А нам было еще важно, что вообще-то на удмуртском языке можно говорить на совершенно разные темы. Не обязательно это должно быть что-то только вот около культуры и около языка. И мне самой вот очень нравится этот подкаст про женское здоровье с врачом. И вот она рассказывала про послеродовое, например, восстановление женщины. И это все на родном языке, на удмуртском. Это тоже классно, да? Это совсем какое-то другое восприятие даже этой информации. Еще на первом проекте познакомились с Ариной Тарасовой. Это редактор раздела подкастов на Яндекс.Музыке. Она проводила нам мастер-класс. И потом она с удовольствием вообще про нас везде рассказывала, писала статьи. И оказывается, вот тоже что вот интересного и уникального. Мы практически единственные, кто создает подкасты на языках народов России. То есть есть вот татарский какой-то один подкаст, и есть много подкастов на русском языке, где говорится про народы России. Но чтобы на удмуртском языке или на каком-то другом языке, вот это мы почти тоже практически единственные. Это круто. Вы прям такие эти инноваторы из Удмуртии. Я иногда езжу, когда работать в разные регионы России, говорю, я, вот из Удмуртии, из Ижевска, вы знаете, где это? Они такие, ну, там около Якутии. Я говорю, ну, в целом понятно. Вот, поэтому, да, я собираю классные примеры для того, чтобы людям рассказывать, что Удмуртия — это не около Якутии, и тут мы в целом тоже нормальные чуваки. Есть еще какие-то направления, про которые мы сегодня еще не разговаривали?
Ну, проект Аныкай, наверное, да, как раз. В целом, мне Детские кажется, можно проекты. отметить, да, такие детско-подростковые проекты. Очень много мы работаем именно с семьями, где воспитывают детей билингвов, и с подростками. У нас есть замечательный проект «Аныкай», переводится как «матушка». Матушка. То есть изначально это был проект только для мам по созданию контента, а потом папы такие: А мы мы тоже чё? тут, да, мы тоже вообще-то тут семья взяли тоже. И это просто супер классный проект в том, что мы создаем языковую среду. То есть у нас и семьи там замечательные. Это как раз те семьи, которые стараются, чтобы у них дети говорили на родном языке. И в семьях они говорят. И есть такие семьи. Хоть вы начали наш разговор с того, что многие ленятся, но вот это такие действительно родители, которым не все равно и которые совершенно не ленятся. Потому что мы вместе уже сделали, наверное, где-то 50 выпусков детских блогов. То есть до нас, по сути, не было вот таких блогов, которые современные на какие-то актуальные темы, не знаю, там про монстр-траки, например, да. В общем, родители это вместе с детьми, они делают, занимаются этим. В этом году мы делали мультфильмы семейные, тоже дети и родители совместно лепили, там готовили декорации, это все снимали. Это все равно нужно много энергии, сил и просто желания. Вот приехать даже в лагерь на 3 дня, вместе с детьми там жить и вот что-то еще делать не только для себя, но и вот чтобы другие тоже это могли посмотреть. То есть это, с одной стороны, вы объединяете такое сообщество тех, кто, может быть, не всегда в будни может за пределами своей семьи поговорить на родном языке, на удмуртском, и они там могут и эту какую-то потребность закрывать, да, а с другой стороны делать контент, который можно вовне, тоже годный контент, который можно публиковать вовне, и тем самым... Ну, там планка пониже у нас, конечно же, потому что мы я понимаем. смотрела вот то, что у вас тоже увидела, там про кота с мышонком, да, я подумала, боже, как мило. Это прежде всего сообщество. То есть задача-то была прежде всего сообщество создать, что мы не одни, да, что вот у нас не только мы с Владиславом такие активные родители, но на самом деле, что таких семей еще много. И мне кажется, это очень важно и показывать вообще в целом национальному сообществу, что есть предприниматели, есть режиссеры, есть блогеры. Они обычные такие же семьи, люди, артисты Национального театра у нас очень активно принимают участие. Но при этом они говорят с детьми на родном языке. И это не стрёмно, это наоборот классно. И мне кажется, это очень важно вообще в целом вот быть, чтобы таких примеров было больше, и при этом, если ты какой-то публичный человек, мне кажется, это прям даже обязанность некая показывать, что вот если ты еще как-то связан по своей работе, по своей деятельности с удмуртским языком, то это уже просто вот 100% ты должен говорить с ребенком на родном языке и транслировать, что это как бы, вообще-то нормально. Показывать, что Да, я не стремаюсь, и вы тоже подхватываете. Но я вот, если говорить про прайм-эру для организации, вот вы как учредители, основатели, активные действующие лица, о чем для себя и своей организации мечтаете? Без ограничений. Мы потом не придем к вам через 3 года и не спросим, А вы приходите и спросите. Ну что, Ольга, что там, помните, наговорили? Давайте-ка отчитывайте. Мне кажется, что мы готовы снимать кино. И мне кажется, что вот это вот прямо наш большой следующий шаг. И мне кажется, уже и удмуртское сообщество уже все очень ждут, когда же мы снимем кино. Мы сейчас очень-очень ищем сценарий. Это должна быть какая-то классная история. Мне кажется, в целом сейчас в России вот эта тема этнического кино очень интересная. Есть примеры с Якутией, например, с Татарстаном. Есть очень классное сейчас кино, которые фильмы с ненецким. Вот сейчас какой-то тоже вышел классный фильм, где ненецкие какие-то традиции тоже показаны. Вот мне кажется, что мы именно вот через эти традиции можем быть очень интересны другому миру. И мне кажется, что вот мы должны снять такое кино с элементами, может быть, даже мифологии какой-то. Вот я вот так вижу, мы тут пока еще спорим по этому Я вопросу. хотела Ладу спросить «да», чтобы он ответил «да», и мы снова подтвердили. И на этом подкаст все заканчивается. Вот мне кажется, что нам пора снимать кино. Влад? Ну, я тоже думал, да, о том, чем бы я занимался. Вот у меня, если бы финансовые вопросы все были закрыты, на самом деле, наверное, я бы занимался тем же самым. Но нужен какой-то, наверное, центр. То есть
большое-большое здание, где были бы и подкасточные, и фотостудия, да, и какие-то монтажные вот эти вещи, чтобы контент, он выходил как бы постоянно. Такой дом годного контента. Ну, в том числе, да, то есть, А как чтобы называется? зритель мог просто Корка? включить. Корка. Корка. О, вот да. что я знаю, видите, вообще. Корка годного контента. У нас есть видеокурс удмуртского. Мне надо, да? Я видела, кстати, да, там... Они прикольно сделаны, кстати, очень понятно. Например, мы объясняем вот эту буковку «Ж» с точками. Она читается как «Дж». Угу. Есть на английском языке. А у нас И вот это «Дж», например, Дженнифер, А. имя. Это вот такое произношение. И поэтому я тоже привожу в пример то, что в Грузии, например, Габарджома. Не Габарджома, а Габарджома. Дже, как Джичбур, собственно. То есть, если ты на аналогиях приводишь какие-то слова, то Всем становится понятно. гораздо проще, да, это все изучать. И по отклику тоже мы видим, по обратной связи. Там некоторые... Ну, скажем, если русскоязычные, там 110 тысяч, по-моему, просмотров, то у нас были как-то и англоязычные курсы. И там писали со всего мира, какой красивый язык. Похож на турецкий. Я перебила тебя по поводу дома Да. годного контента. То есть это, ну вот... Ну, была идея, конечно, как-то и центра удмуртской культуры, и у нас была идея билингвального центра, да, своего, чтобы то есть, детей привел, и ты мог бы как-то с ними, ну, сделать такую современную, хорошую среду, где они бы могли общаться и в дальнейшем это как-то транслировать. Это просто как идея. Понятно, что всегда все упирается в финансы. И с этой точки зрения как раз у нас, наверное, одна из самых сложных таких организаций, потому что это не всем понятно. То есть приют для собак — это понятная идея для многих жителей. Там какие-то... понятно, что работа с подростками, да, для более широкой аудитории. А То есть там эксперт, например, в какой-то сидит в Томской области, он вообще ничего не знает про удмуртов, и вот ему приходит этот проект про колонку Алису Айно на удмуртском языке. Вот для чего? Вот и как для чего сохранять язык? То есть, да, темы какие-то более такие для Сложные в всего, целом. да, для всех. Сложные, Не популярные. Да, национальные. И сейчас, на самом деле, нам много не надо. То есть 16 миллионов, и мы можем... В год или в месяц? В год. Мы можем вот за эти 16 миллионов сделать как раз вот примерно вот такой дом, который бы у нас в течение 1,5 лет точно работал бы. Это совершенно небольшие цифры, но зато в дальнейшем можно было бы сделать так, что ребенок просто заходит условно на нашу страницу и смотрит все, о чем он бы хотел узнать. Осталось найти Подросток удмуртского заходит и так миллионера. далее. Да, то есть в нашем случае нам нужен именно удмуртский миллионер или миллиардер. Ну Или, почему? по А крайней чего вы мере- себя ограничиваете? Вот я как удмуртка себя не идентифицирую пока. Возможно, кризис мой впереди, и я приду к вам и скажу, типа, ребята, помогайте, кто я. Но это не значит... Ну, то есть мне кажется, что ваши темы не только жертвуют на сохранение удмуртской культуры. То есть для меня вы люди, которые делают классные вещи, и делают их с большой душой. То есть со смыслами личными для себя. И, может быть, я бы и не поддерживала сохранение удмуртской культуры, а поддерживала бы человека, который вот нашел любимое дело, и он делает это не только для себя, но и для мира. Мы видим, что есть что показывать. Мы видим, что эта история понятная для русскоязычного зрителя. Это не то, что вот только для себя мы делаем, типа, и все. Нет. И если делаешь годный контент, оказывается, он вот как бы привлекает самое Годный для настроение. всех, не только Да. для удмуртов. И при этом нам очень приятно читать и отзывы зрителей, потому что какой-то клип посмотрели было, да, по-моему, то ли в Удмуртчику, то ли кого посмотрели в «Злом Ижевчанине», в самом негативном паблике Ижевска. Ну, понятно, что их много, но как бы вот там же... Там ты ничего самые- хорошего ты не находишь Там там. самые злые собрались. Да, то есть ты туда зачем вообще? Ну, для чего это нужно? И там вряд ли была бы какая-то светлая мысль. А он написал о том, что как здорово, что я посмотрел этот клип, мне стало так приятно, что я принадлежу этому народу, и мне не стыдно, я снова хочу выучить свой язык. А есть еще такие вот у меня вопросы из разряда норм или стрём от обычного жителя Удмуртии, который окружен немножко удмуртами у нас в офисе. Во-первых, что я вам хочу Немножко сказать. окружен удмуртами в офисе. Господи, дайте я переварю сейчас. У меня сейчас будут к ним вот вопросики про то, как они с нами поступают. Так. Во-первых, у нас есть Библия на удмуртском в офисе. Вот, это мы ее недавно нашли. Так что, если вам надо будет реквизит, то это
А во-вторых, да, у нас 2 человека, которые разговаривают на удмуртском языке, поэтому у меня первый вопрос к вам. Норм или стрём, когда вот ты такой сидишь в офисе, общаешься с людьми на русском, а потом тебе звонят по телефону, и ты быстро переходишь на удмуртский язык? Это Норм. очень норм. Это очень норм, если разговор не касается третьего человека, если диалог между 2 удмуртами. Тут вообще стрём говорить. Ну, например, если мне мама позвонит, я в присутствии третьего человека даже никогда не буду говорить на русском языке, потому что я, в принципе, с мамой не говорю на русском языке. Как То есть переводится родной язык на удмуртский язык, вы думаете? Родной язык на удмуртский язык. Родной язык. Найкл — язык Найкл. матери. И человеку запрещать с мамой разговаривать на родном языке — это очень-очень большой, серьезный Так, стрём. вы что на меня давите? Во-первых, мы не запрещаем. Просто это вот как ситуация. Мы такие сидим, там хихи-ха-ха, по рабочим задачам обсуждаем, потом кому-нибудь звонит, телефон, человек переходит на удмуртский. Конечно, у второго человека, который знает удмуртский, мы спрашиваем, что она говорит. Ну вот смотрите, вы работали бы где-нибудь в другой стране, скажем, это русскоязычный Казахстан или США. У вас коллеги интернациональные, и вам звонит мама. Вы перейдете на английский? Нет. Даже если бы мама знала, вы бы не перешли на английский язык. Ну да. Стрёмно спрашивать? Стрёмно отвечать на такие вопросы? Ну, так, ты чё на меня Чё? давишь? Я в Ижевске на татарике вырос, да, мы тут сейчас быстро, да. Ну, в общем, стрём, да. Если разговор не касается человека То норм. другого, Другое то, дело, конечно, что он захотел вас обсудить, и это уже как бы никуда Стрём. не лезет, да. Мне Но кажется, это и что на это любом уже- языке Да. стрём. Да, это Ладно. уже вопрос порядочности Принято, человека. принято. Второй вопрос про осовременивание традиционной культуры. Ну вот, часто появляются сейчас в качестве сувениров там маниста с какими-то добавлениями, там какие-то бусинки, там еще что-нибудь, и девушки это покупают и носят. Норм или стрём? Ну, манисты с бусинками и так и были. Ну нет. Ракушки каори были, бисер был. То есть- Ну, торговля шла. Ольга? Мне кажется, носить манисты — это норм. Не носить манисты — это тоже норм, как бы и для удмуртов в том числе. Ну, то есть бывает уже, что совсем делают маниста, которые... Если это пирсинг на сосок, то это не норм. Еще у меня вопрос третий. Норм или стрём пародировать удмуртский акцент? Стрём. Если это сделано, наверное, с любовью, Мгм. вот так, то это норм. А если высмеять человека за то, что он говорит не на родном языке, то это не норм. Мгм. То стрём. Это стрём. И, в общем-то, финальный, наверное, такой момент. Мы сегодня много говорили про поддержку, и я тут супер солидарна, что организовать сбор на помощь там собачке бездомной, кошке, которая болеет, гораздо сложнее, чем для ребят вполне себе крутых, классных. Собачки гораздо проще. Ну да, собачки гораздо проще собрать, чем для тех, кто вот здоров, там, не работает с уязвимыми категориями, но все-таки я верю, что вам тоже можно фандрайзить и привлекать пожертвования. Вот нас смотрят люди. Чем они сейчас конкретно могут вам помочь? Помочь вашей организации? Можно представить, что условно там есть 25 человек, они готовы по 1000 каждый месяц отправлять вот вашей команде как поддержка. Может быть, вот помогут вам в эти 25 тысяч рублей? Если да, то куда? Ну, конкретно на этом этапе организационном, да, у нас есть некое оборудование, которое закрывает, ну, элементарные потребности. В том числе вот мы сейчас сидим в нашей подкаст-студии. Но если мы говорим про какие-то крупные проекты, то там, конечно же, это арендованный свет. То есть мощных таких источников у нас как таковых у себя нет, всегда нам нужно что-то арендовать. И свет этот стоит, ну, от 80 тысяч рублей. То есть это как бы значительные суммы. Это первое. Второе, так как нам необходимо масштабирование, нужно выезжать за пределы региона. И на данный момент, так как мы никому не принадлежим, да, не получаем какого-то финансирования на ставки, Постоянно. да, вот эти расходы на нас. Условно, вот мы сейчас через неделю едем в Москву, 36 тысяч на 2 человек, просто дорога туда-обратно. И в рамках региона это, конечно, все равно большая сумма. И в рамках семьи.
Вот такие штуки. То есть, по факту, это какие-то такие административные вещи, которые помогают заявлять о себе, Да. выходить на больший масштаб. Да, тут помогают именно деньги. И по факту, если вы смотрите, вам откликается то, что делают ребята, пожертвование там, в 1000 рублей, но регулярно, для того, чтобы эти 80 тысяч скопились, для того, чтобы эти 36 тысяч на дорогу отправились, вот вы можете их поддержать. В группе ВКонтакте есть Да, кнопочка. там все подключено, кнопочка от 50 рублей, донат, пожалуйста. 50. Надо больше, да? Да, У нас скромность удмуртская, вот мы да. такие, да. 1000 рублей — это 3 кружки кофе, хотя вот фандрайзеры говорят, из 3 в кружках кофе измерять. В общем, подписка на годный контент от Куара 1000 рублей в месяц. Вот. Работать с такими людьми и рядом, и вместе круто, поэтому спасибо вам большое. Вам спасибо. Приходите, записывайте, кстати, еще как можете нам помочь. Приходите, записываться, пожалуйста, в нашу прекрасную подкаст-студию. Да, Это мы тоже можем нам делать поможет. видео для ваших организаций в том числе. Неважно, бизнес вы, государственное или частное, или там некоммерческое. У ребят есть все скиллы, есть классные команды и пространство, где можно делать годный контент в Удмуртии.